Аль-Кабирату Тасиату ва Талясун, 39-й грех – это проклятие, когда человек проклинает кого-то. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля'нуль му'мини какатлихи». В Бухари и в Муслиме приводится хадис, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: убийство и проклятие верующего одно и то же. То есть проклятие верующего – это как убить его. Проклятие верующего – это как убить его. То есть такой же большой грех, если на этого нету веских причин. Потом мы посмотрим, можно ли вообще, разберем вопрос, можно ли вообще проклинать кого-либо. Однако про верующего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ля'нуль му'мини», проклятие верующего, проклинать верующего – это как убить его. Это как убить его. Потому что ты просишь Аллаха, чтобы он удалил его от своей милости. Или просишь Аллаха, чтобы он наказал его в огне. Или просишь Аллаха, чтобы он не прощал его. Вот это смысл проклятия. Это отдаление от милости Аллаха. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Сибабуль муслими фусукун ва киталюху куфрун». Ругать мусульманина, то есть плохими словами на него, кричать, обзывать, говорить, это фусук, говорит, это большой грех. Это большой грех. Ва киталюху куфрун, а сражаться с верующим – это куфр. А сражаться с верующим – это куфр. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла тала'ану билля'натиллях, ва ла бигадабиллях, ва ла биннар». Не проклинайте друг друга проклятием Аллаха, то есть говоря, пусть будет проклятие Аллаха на тебе. «Ва ла бигадабиллях», и не говорите друг другу, пускай Аллах будет в гневе на тебя. И не говорите «ва ла биннар», и не говорите «пусть Аллах тебя накажет огнем». Запрет от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть запрещено верующим такие слова произносить. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в двух хадисах указал то, что такие люди не будут удостоены каких-то качеств. Одно из них – «Ля якуну ля'ануна шуфа'ау ва ля шухадау яумил киямати». Проклинающие, тот, кто много проклинает, у которого на языке проклятие, не будет в судный день шафи'ом, не будет заступником в судный день. Когда другие люди будут заступаться за своих братьев, чтобы те не попали в огонь, этот человек не удостоится такой чести, и он не сможет за кого-либо заступиться. «Валя шухада уль яумил киямати», и мы знаем, что наша умма будет свидетелями в судный день против других против других народов. Когда другие народы скажут, что к нам не приходили посланники, наша умма будет говорить, потому что в Коране до них дошло, то, что каждый пророк довел свое послание до своего народа, и умма Мухаммада будет выступать как свидетель в судный день за это и говорить, когда некоторые люди из последователей пророка, из тех, к кому пророк пришел, будут говорить, что до нас не довел пророк пророчество, мусульмане будут говорить: нет, мы свидетельствуем, что этот пророк довел до вас свое слово. Однако вот эти, кто много проклинает, не будут шахидами в судный день, не будут шахидами в судный день. И также есть шарх, также объяснение этому хадису. Другое объяснение, то, что они не смогут умереть смертью шахидов. Также есть третье объяснение этому, слову шахиду, то есть их свидетельство не будет приниматься. Их свидетельство не будет приниматься, приводит сборники Муслима. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал: «Ля янбаги ли сиддикин ан якуна ля'анан». Не следует сиддику, то есть есть такое качество сиддик, когда человек говорит правду и когда человек подтверждает то, что пришло от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил Исра валь Ми'радж, некоторые верующие отвернулись от него, когда он сказал это и сообщил многобожникам. Однако, когда эта весть дошла до Абу Бакра, Абу Бакр сказал: «Я верю в то, что более удивительно, чем путешествие
от Мекки до Иерусалима и подняться выше 7 небес. И сказал: я более удивительные вещи, говорит, знаю, это к нему днем и ночью приходят откровения. Это более удивительно, чем совершить вот такое путешествие. И поэтому он назван был сиддиком, то есть подтверждающим истину, верующим в истину. И говорит, тот, кто много проклинает, не будет удостоен этого качества, не будет сиддиком, будет лишен вот этого качества. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лейсаль му'мину битта'ан, валяль ла'ан, валяль фахиш, валяль бави». Верующий не является та'аном, не является тем, кто порочит людей, опускает их честь. И не является проклинающим. То есть нет в его словах проклинания, нет в его словах гайбята, нет в его словах хулы, не распространяет он вести для того, чтобы поссорить кого-то. Он не проклинает никого, валяль фахиш, и нет в его словах мерзости, как мат, например. Валяль бави, и также он не говорит тех слов, которые бы постеснялись говорить люди. То есть, может быть, не матом, но люди, например, есть слова, которые люди стесняются говорить. И поэтому даже в Коране многие вещи Аллах не говорит напрямую. Например, Аллах Субхану Тааля называет, например, это интим, когда что-то бывает между мужчиной и женщиной, он называет и испортится вас гусль, говорит, если вы тронете свою жену. Троните, то есть не сказал, не использовал глагол, который используется для этого, а сказал троните. Также он сказал, Аллах Субхану Тааля сказал, то, что портит, из того, что портит тахарат, если вы сходили в пониженное место. То есть гайет, его хоть и переводят как кал, там еще что-то, а в основе в арабском языке это что-то, это место, которое находится в низине. То есть арабы, раньше у них не было туалетов, не было, они уходили в пустыню далеко, где никто не видит, садились и справляли свою нужду. И вот эта низина, она по-арабски гайет. И Аллах Субхану Тааля говорит: испортится ваш тахарат, если кто-то из вас ходил в гайет, то есть в низкое место. И даже не использовал вот этот глагол. Не использовал глагол там, испражняться там, или еще что-то. То есть Аллах учит в Коране верующих использовать те слова, которые не будут стыдно произносить. То есть и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: верующий, он, во-первых, не та'ан, не тот, кто опорочит кого-либо, он не тот, кто проклянет кого-либо, в его словах нету мерзости, и он выбирает те слова, в которых нету стеснения, Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инналь абда иза ла'ана шай'ан са'идат ла'нату иля сама». Если человек проклял кого-либо, то это проклятие поднимается в небо. «Фатухляку абвабу сама дунаха». Но однако двери небес не открываются для этого проклятия. «Сумма та'хузу яминин ва шималин». Потом проклятие направо, налево уходит, ищет путь. И когда не найдет пути, «Фа'идha лям таджид масаган», когда он не нашел путь, ни вверх, ни вправо, ни налево, он возвращается к тому, кого прокляли. И если этот человек достоин этого проклятия, то он остается с этим человеком. А если недостоин, то возвращается к тому, кто сказал это проклятие. То есть ты как будто бы самого себя проклинаешь, получается. В сборнике Абу Дауд. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наказывал тех, кто проклинает. Вот бывает у нас такие люди, например, садятся на машину, машина перестает работать, и ах, проклятые ты, там говорят. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наказывал таких людей, как «Вакад а'каба наби, саллаллаху алейхи вассалям, аллати ла'анат накатаха». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наказал ту женщину, которая прокляла свою верблюдицу. Имран ибн Хусейн передает хадис, в котором говорится, когда мы были с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из его путешествий, женщина из ансаров была на верблюдице своей. И эта верблюдица
то ли споткнулась, то ли не хотела идти дальше, воспротивилась, и она сказала: проклятая ты, пускай проклятие будет тебе. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда услышал, сказал: снимите все, что есть на этой верблюдице, и оставьте ее, поистине она проклятая. Пускай, то есть со мной проклятые вещи не идут. И Имран говорит: «Факаанни анзуру илейха аль-ан», и я, говорит, до сих пор вижу, как она идет, эта верблюдица, среди людей, и никто не прикасается к ней. И никто не прикасается. То есть ученые сказали, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил, чтобы вот такие вещи или животные были с ним в пути. Однако это не означает, что этими вещами после проклятия нельзя пользоваться. Можно и продать, можно и, если это животное, заколоть. И все, что можно делать. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, решил наказать эту женщину, чтобы показать, что это очень серьезная вещь. И это может отразиться на тебе. То есть не проклинай даже вещи. Не проклинай даже вещи, которые есть у тебя. Наоборот, проси баракату у Аллаха субханаху ва тааля. И Фудейль ибн Ияд говорил, рахимахуллах: «Ма ахадун ясуббу шай'ан мин ад-дунья даббатан валя гайраха фаякул ахзакиллах ау ла'анакиллах илля калят ахзаллаху а'сана лиллах». Если, говорит, человек будет проклинать что-либо из этого мира, животное пускай будет, или предмет какой-то, то и скажет, например, пускай унизит тебя Аллах, или пускай проклянет тебя Аллах, то эта вещь скажет, или это животное ответит ему: пускай Аллах унизит того, кто более грешен перед Аллахом. Пускай Аллах, а Фудейль говорит, и известно, говорит, что сыновья Адама более грешны, чем какой-то предмет, чем животное. Также у животных вообще, у предметов нет никаких грехов. И вот животные вещи будут возвращать этому человеку, так говоря. Пускай Аллах, говорит, унизит тот, кто более грешен. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как видим, что запретил животных проклинать. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валя таду'у аля анфусикум, валя таду'у аля аулядикум, валя таду'у аля амваликум, валя ля туафику мин Аллахи са'атан юс'алю фиха атаун фаястаджибу лякум». Не проклинайте себя, не делайте дуа против себя, не делайте дуа против своих детей, не делайте дуа против своего имущества. Или же возможно будет такое время, когда Аллах принимает дуа, и это совпадет с вашим словом. И Аллах примет и сделает так, как вы просили. Поэтому не надо в этих вещах легко относиться к этим вещам. Нельзя проклинать свои вещи, нельзя проклинать кого-то. И против себя дуа делать нельзя. И против своего имущества нельзя дуа делать. И против своих детей нельзя дуа делать. А многие люди у нас когда человек умрет, себе горе говорят, прося этим горе. Или сын, или дочь, или еще кто-то не послушается и грубыми словами: да пускай, чтобы ты не возвратился, например, чтобы ты перевернулся, некоторые говорят там, такие слова. А это от злости сказано. Но, возможно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, это совпадет с тем часом, когда Аллах принимает дуа, и Аллах ответит на твои слова. Поэтому нельзя в этих вещах относиться пренебрежительно. Нельзя в этих вещах относиться пренебрежительно. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, от Абу Хурайры приводится хадис, который приводит Асбахани в своей книге Таргиб. У этого хадиса есть несколько иснадов, которые подкрепляют его, и хадис достоверный, иншаллах. «Инна арбар риба иститалятуль мар'и фи арди ахихиль муслим». Самая худшая риба, риба мы знаем, да, большой грех. Самая худшая риба, это, говорит, надменность человека по отношению к чести своего брата-мусульманина. То есть высокомерно вести и считать, что честь твоего брата это ничто. И это, говорит, самая страшная риба, говорит. Потому что когда риба делает, человек заходит в честь человека, имущество его забирает.
А тут пророк, саллаллаху алейхи, сравнил с этим, когда человек унижает кого-то и считает, что честь кого-то, какого-то человека не является чем-либо. И пророк, саллаллаху алейхи, говорит, иститаляту, это такаббур, это высокомерие по отношению, или надменность человека по отношению к чести своего брата. Говорит, это арба риба, наихудшая риба, или сильнее, больше харам, чем совершение риба. Больше харам, чем совершение риба. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.